Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В АГУ открылась отчетная научно-практическая конференция. В этот раз она пройдет во всех факультетах и продлится до 29 марта. 270 репертуарных спектаклей показали на сцене Русдрама в прошлом году. О планах и премьерах театр рассказал генеральный директор Ираклий Хиндва. В этом году победителями городской олимпиады школьников стали 279 человек. Показать лучшие знания сразу по 5 предметам удалось учащейся 5-й столичной школы. Президент Аслан Бжаня поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения. Ваша деятельность в области международных отношений и дипломатии является неоценимым вкладом в укрепление сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят роль Сергея Лаврова в развитии абхазо-российских отношений и поддержку в укреплении союзничества и стратегического партнерства во всех областях. Вы завоевали глубокое уважение, признательность и искреннюю любовь народа Республики Абхазия, отметил президент. В АГУ открылась отчетная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. В этот раз она пройдет на всех факультетах и продлится до 29 марта. О первом дне работы конференции в репортаже Рады Чичава. Научно-практическая отчетная конференция ежегодно проходит в Абхазском государственном университете. В ее рамках профессорско-преподавательский состав и гости заслушивают доклады своих коллег из самых разных дисциплин и областей и подводят итоги работы за минувший год. В этот раз обширная научная конференция пройдет на всех факультетах АГУ. Я думаю, что подводить итоги в этом году мы можем с гордостью, потому что, несмотря на тяжелейшие годы, которые мы пережили, несмотря на пандемию, несмотря на всякие политические события, университет работает, движется вперед. На каждом факультете проделана в разной степени работа в этом плане, но в целом очень хорошие показатели. В итоговой конференции принимают участие преподаватели университета, научные сотрудники, студенты, аспиранты и молодые ученые, отметил Олег Агварамия. Помимо этого, он подчеркнул, что главный вуз страны стабильно развивается на протяжении всех послевоенных лет. В 2022 году было участие наших преподавателей, студентов, аспирантов в 305 различных мероприятиях научных, то в 23-м уже 427. И публикаций достаточно много. Мы участвуем с 93-го года, с момента окончания войны, в работе Евразийской ассоциации университетов. Начало года, как рассказал ректор университета, ознаменовалось заключением важных для АГУ договоренностей с Московским государственным университетом имени Ломоносова и созданием Центра науки и образования. Мы с Виктором Антоновичем подписали договор, согласно которому в нашем университете создан Центр Московского университета. Он называется «Центр науки и образования». На итоговую ежегодную конференцию также прибыли гости из Москвы. Кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ Майя Сладковская выступила перед студентами и коллегами с приветственным словом. И действительно, Олег Алексеевич просто замечательно совершенно сказал, что вот договор заключили, а мы уже здесь. Для того, чтобы мы продвигали вместе с вами такое, это на самом деле у нас очень сложное дело, продвигать науку. А наука, она может продвигаться только если мы совместными усилиями будем ее развивать. Договор – это как констатация просто факта нашей прекрасной дружбы, наших великолепных отношений. Отчетная научно-практическая конференция в АГУ продлится до 29 марта.
Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Тенгиза Сергегия. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По данным следствия, вечером 20 марта у дома номер 37 по улице Кугоня в Сухуме Сергегий не менее 9 раз выстрелил в Ханазаряна, который скончался на месте. Местонахождение подозреваемого сейчас устанавливается. Сотрудниками МВД задержан житель Ярославской области Российской Федерации, подозреваемый в сбытии наркотического средства в Сухуме. У мужчины изъят сильнодействующий наркотик в особо крупном размере. Подробности в оперативной съемке МВД. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии задержан житель Ярославской области Российской Федерации Ефимов Григорий Андреевич, 2002 года рождения, подозреваемый в сбытии наркотического средства в городе Сухум. Имеется ли при вас что-либо запрещенное в гражданском угрозе Республики Абхазия? Наркотики, оружие, боеприпасы, что-либо у вас имеется? Имеется. Что у вас Храню имеется? наркотические вещества под названием метадон. А где вы их храните? Я их храню под обувью. Граждане понятые, обратите внимание, пожалуйста, в обуви, видите, мы обнаруживаем, замечаете? Свертки, да? Черного и красного цвета. В 18 изъятых у гражданина Ефимова свертках содержалось белое порошкообразное вещество. Я храню для того, чтобы распространять. Распространять каким путем? Как вы это делаете? Путем тайных закладок. Я его приобрел В каком в городе? России, в городе Москва. И везли, получается, Да, на и территорию. вез сюда. Вы вот Сухум. так же в обуви? Да, все в обуви вез. Как пояснил задержанный данное наркотическое средство, он приобрел на территории Российской Федерации в городе Москва для последующего распространения путем тайных закладок в Абхазии. Места с заготовленным к реализации свертком наркотического средства Ефимов фотографировал и с указанием геолокации отправлял через мессенджер WhatsApp координатору под псевдонимом Максим. Ранее сделанные закладки, подготовленные к продаже Григорием Ефимовым, были изъяты сотрудниками УКОН МВД в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при непосредственном его участии в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. В общей сложности масса исследованного в экспертно-криминалистическом центре МВД вещества, которое было изъято при личном досмотре гражданина Ефимова и в местах ранее сделанных им тайных закладок, составляет 19,343 тысячных граммов наркотического средства метадон, что является особо крупным размером. Что происходило? Я фоткал по большая, специальному приложению, в котором были указаны геолокация, ширина, долгота и в том прочее, все до мельчайших подробностей. Какое денежное вознаграждение вы получали за осуществление данной работы? Я должен был получить от 150 до 200 тысяч рублей за то, что сделаю всю работу. Григорий Ефимов санкционирован к содержанию под стражей. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. 270 репертуарных спектаклей показали на сцене Русдрама в прошлом году. Труппа 12 раз выезжала на гастроли в Россию. Выпущено 6 премьер. Генеральный директор театра Ираклий Хинеба провел пресс-конференцию, где рассказал об итогах работы и о планах Русдрама. Большая гастрольная программа запланирована и в текущем сезоне. Театр покажет свои лучшие спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и на Сахалине. О других планах и о премьерах, которые порадуют зрителей в ближайшее время, в репортаже Гугл Цивардани. Спектакли на уровне лучших в Москве. Очень рекомендую ехать в Абхазию хотя бы ради спектаклей этого театра. Театр, в который хочется возвращаться снова и снова. Такие отзывы сегодня можно прочитать о русском драматическом театре имени Фазиля Искандера. И все это благодаря большому труду театральной труппы и руководителя. Ведь на сегодняшний день спектакли в Русдраме играют каждый день. Никогда в истории Абхазии не выходили на сцену столько раз в течение года молодые артисты. Ни в советское время, ни, естественно, не в постсоветское время. И, конечно, это сказывается на их уровне. Просто уже даже кумиры появляются у зрителей молодых тоже, и не только.
Вот. А наши артисты опытные, они просто тоже расцветают и только молодеют с каждым годом, я бы так сказал, и блестяще работают в спектаклях, в тех спектаклях, которые идут уже многие годы, и в тех, которые вот мы выпускаем. В 2023 году было сыграно 270 репертуарных постановок. Многие из них уже успели стать хитами. Среди них «Софичка», «Рассказ мула старого хапуга», «Электро», «Красавец-мужчина» и другие. В прошлом сезоне Русдрамом было представлено зрителю 6 премьер, которые собирают аншлаги. «Роман с кокаином» – это вот такой хит абсолютный, который, я уверен, популярность этого спектакля будет только возрастать, потому что он и с каждым показом становится интереснее, и актеры лучше работают каждый раз. Прекрасная работа режиссера Романа Кочержевского. Спектакль «Красавец-мужчина» тоже наш хит, уже огромное количество объездил городов с гастролями России. Здесь постоянно с успехом он идет. Евгений Онегин, такой лаконичный, практически без декораций спектакль. Помимо новых постановок, театр еще успевает выезжать на гастроли и радовать зрителей за пределами республики. В 2023 году у театра было 12 гастрольных поездок. Играли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Набережных Челнов, Иркутска, Сочи. Детская студия «Чик», кстати, приняла участие в фестивале детских театров в Санкт-Петербурге. Между прочим, детская студия. Не просто. И не то, что родители там скидывались по 30, по 40 тысяч, чтобы дети поехали, а бесплатно для детей, потому что все оплатил оргкомитет фестиваля замечательным Тюзе Брянцева и с прекрасным директором, нашим хорошим другом Светланой Лаврецовой. Большую поддержку русскому драматическому театру оказывает Министерство культуры Абхазии и России, абхазская московская диаспора, компания «Амобайл». Директор Русдрама отметил, что культурные связи между Абхазией и Россией укрепляются с каждым годом. Благодаря инициативе министра культуры России Ольги Любимовой и при поддержке президента России Владимира Путина, который подписал специальный указ о мерах поддержки русских театров зарубежных стран, наш театр получил финансирование на переоснащение техническое и постановку нового спектакля. Благодаря этому финансированию, которое осуществлялось через ОНО «Русские сезоны», я об этом говорил, кстати, на форуме, благодарил там и Ольгу Борисовну, и всех, кто причастен к этим прекрасным проектам. Вот выбрали лучшие русские театры зарубежья. Вообще этих театров там больше 100, по-моему. Ну, выбрали 10 лучших. И вот мы благодаря этому обновили парк светового оборудования. И еще много чего мы закупили на эти деньги. То есть у нас на самом деле этот год, вот, 23-й год, он с технической точки зрения тоже прорывный просто абсолютно был. Важно отметить, что работа Русдрама высоко оценивается Министерством культуры России. Ираклий, вам огромное спасибо. И то, что вы говорите о ренессансе культуры в Абхазии, это на ваших плечах, это ваши усилия. И вы знаете, иногда, когда вот ветер дует в лицо, а не в спину, он творит невозможное с художниками. Я понимаю, что трудно, я понимаю, что был ковид, я понимаю, что где-то не хватает средств, как и всем нам, на самом деле, даже самым крупным учреждениям федеральным культуры в России. Но то, что ваша труппа делает на гастролях, на огромных театральных, исторически значимых культурных площадках в нашей стране, это невероятно. То, как горят глаза у ваших ребят из вашей труппы, это чудесно. То, что в Щепкинском училище учатся ребята целевым курсом и вернутся к вам, я надеюсь, крепкими такими просто заряженными профессионалами своего дела, большой командой и с большой любовью, которая останется у них и воспоминания о жизни и работе на Неглинной в Москве. Это тоже большая радость и для нас, для вас. Просто в этом смысле для нас было, конечно, большой радостью, что появилась эта возможность, что поручением президента была создана
программа поддержки русских театров. И у нас с вами появилась возможность строить творческие планы вместе. Отметил Хиндба и тесное сотрудничество с Абхазским драматическим театром. У нас есть прекрасные наши коллеги, друзья, соседи, Абхазский театр, с которым мы очень взаимодействуем по разным направлениям. Мы с директором Малхасом Чулокова прекрасные у нас отношения. И вообще как-то в театре начали взаимодействовать, и цеха взаимодействуют. Межтеатральная ситуация в Абхазии оздоравливается. Это тоже прекрасно. Всего на сцене Русдрама в 2023 году состоялось 305 мероприятий. В труппе театра выпускники и студенты лучших театральных вузов России, ГИТИСа, Щепкинского и Щукинского училищ, в ГИКа. Это не только актеры, но и звукорежиссеры, художники по свету. Уже в следующем месяце Русдрам ждут большие гастроли. 4 апреля театральная труппа уедет в Санкт-Петербург на фестиваль «Встречи в России», где сыграет Евгения Онегина. 6, 7, 8 и 9 апреля Русский драматический театр имени Искандера отправится в Москву, где будет сыграно 6 спектаклей на сценах театра «Эцетера» и «Центра» на Страстном. Публике представить спектакли «Последний из ушедших», «Красавец-мужчина», «Метод» и другие. У нас гастроли на Красной Поляне со спектаклем «Последний из ушедших». Затем мы едем на гастроли в город Новосибирск. После Новосибирска мы едем в Омск. Это в июне. Это все будет в начале июня. И в июне же мы летим, вот это совсем уже очень необычное, по-моему, да? Мы летим на Сахалин. Директор Русдрама примет участие в Балтийском форуме в Калининграде. Далее выступит с презентацией об опыте театра в Москве и Бишкеке. Порадует этот театральный сезон и новыми постановками. Уже 31 марта и 1 апреля состоится премьера по Уильяму Шекспиру «Виндзорские проказницы» в постановке режиссера Антона Корнилова. Надо прийти на этот спектакль. Во-первых, это стопроцентная комедия. Причем это такая шекспировская классическая комедия положений. Вторая премьера, спектакль «Пастух Махас» по Искандеру, состоится 24 и 25 мая. Режиссер Олеся Невмержицкая, художник-постановщик Виталий Кацба. Спектакль будет поставлен по эскизу победителя режиссерской лаборатории «Сандро» в 2023 году. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Показать лучшие знания сразу по 5 предметам удалось учащейся 5-й столичной школы Милане Лаквитава. Всего в этом году победителями городской олимпиады школьников стали 279 человек. Многие из них проявили себя сразу в нескольких предметах. В средней школе номер 2 состоялась торжественная церемония награждения победителей. Репортаж Ульяны Рожковой. Выявление одаренных школьников, обладающих большим потенциалом, поощрение развития интереса к изучению того или иного предмета – основные цели Олимпиады, которую ежегодно проводит Управление образования столицы. Всего в городском туре среди учащихся 9 и 11 классов отличились 279 школьников. Олимпиада проводилась по 15 предметам. 23 ученика стали лучшими по 2 направлениям. По 3 – 16 и по 4 – 6 учеников. Главным победителем Олимпиады стала одна ученица. Гордость 5-й средней школы. Милана Лаквитава проявила отличные знания по 5 предметам. Именно трудолюбие и волевой характер помогли Милане и другим любящим науку ребятам одержать победу. На этом Олимпиада не заканчивается. Впереди еще 3-й, завершающий тур. Ну что, дорогие участники Олимпиады 2-го тура. Первый тур мы провели в школах. Второй тур провели в Управлении образования столицы. Защищая честь столицы, мы направляемся в 3-й тур Олимпиады, который будет у нас проводиться в весенние каникулы в Министерстве просвещения. На самом деле мы гордимся вами, у нас хорошие результаты. Мы поздравляем наших детей, наших учащихся школ.
педагогов и также родители, которые волновались и стояли рядом с нами. Церемония награждения проходила в торжественной обстановке, а учащимися второй средней школы была подготовлена праздничная программа. Победителей по 2 предметам среди учеников 4 классов в Олимпиаде 65 человек. С огромной радостью, принимая свои первые медали, умники и умницы поблагодарили своих первых учителей и родителей. Гордо заявили о том, что будут и дальше радовать своими успехами в учебе. Сегодня я очень рада получить эту награду и от всего сердца благодарю свою семью и любимую учительницу Марину Викторовну. Желаю всем нам новых возможностей проявить себя и получить новые награды. Впереди учеников старших классов ожидает поступление в высшие учебные заведения. Участие в олимпиадах помогает углубиться в изучение предметов, подтянуть свои знания и, возможно, определиться с выбором профессии. Некоторые участники уже сделали свой выбор, и победа в олимпиаде для них маленький шаг во взрослую жизнь. С самого детства, еще с 1 класса определился, как-то вдохновило меня это дело, больше узнал о нем и вдохновился с самого 1 класса, хочу стать хирургом. Ну и отдельно хотелось бы выразить также благодарность всем, кто поддерживал меня. Большое спасибо даже за такое мероприятие, очень приятно, что вот так вот так происходит такое вознаграждение. Радует стремление детей нашей страны к получению знаний и участию в таких олимпиадах. Перед ними открываются новые горизонты. Впереди у школьников еще один ответственный тур, теперь республиканского масштаба. Ульяна Рожкова, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. С 22 марта в Абхазии вводится новый график верных отключений, сообщает Черноморэнерго. Свет будут отключать в дневное и ночное время по всей территории республики 2 раза в сутки на 2 часа. В столице Абхазии 26 и 27 октября пройдет Сухум-марафон. Организаторы – московская команда «Беговая история». Мероприятие пройдет при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерации триатлона Абхазии. Как рассказали на пресс-конференции в «Спутник», организаторы марафона, участвовать в забеге смогут и дети. Юные участники смогут попробовать свои силы на дистанциях в 500 метров и 1 километр. Взрослые бегуны также могут выбрать свою дистанцию – 5 километров, полумарафон или марафон. Бежать участники будут по набережной Махаджиров, Кадурскому шоссе, проспекту Аяйра и улице Лакоба. Присоединиться к Сухум-марафону может любой желающий. Достаточно зарегистрироваться и предъявить справку о состоянии здоровья. С 29 по 31 марта в Очимчире пройдет международный кубок Очимчира Open Cup по карате Кёкусинкай памяти первого президента Абхазии Владислава Арзенба. В турнире примут участие около 150 спортсменов из Абхазии и России в возрасте от 6 до 17 лет. Главный судья турнира среди спортсменов от 6 до 9 лет, президент Федерации карате Кёкусинкай Абхазии, заслуженный тренер республики Виталий Читанава. Главный судья турнира среди спортсменов от 10 до 17 лет, судья всероссийской и международной категории, президент Московской областной федерации Кёкусинкай карате Василий Богушев. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 22 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода, дождь, местами возможны грозы, туман. Температура воздуха ночью 4-9, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.